15-16 мая проходил чемпионат мира по армлифтингу в городе Санкт-Петербург. То есть место проведения чемпионатов мира определяется заранее Федерацией всемирной армлифтинга. И в этот прошлый чемпионат проходил в Крыму, в курортном городе. Этот чемпионат проходил уже в Санкт-Петербурге. Главой Федерации является Сергей Бадюк, знаменитый шоумен и президент Федерации, шоумен и президент канала «Боец». И все его знают, все спортсмены знакомы с Сергеем Бадюком. То есть он является президентом этой федерации нового вида спорта армлифтинг. Этот вид спорта в мире, его основополагателями стали США. Он пришел оттуда. И на территории СНГ и стран, то есть официальный чемпионат мира проводится уже 5 лет. Раз в год проводится чемпионат мира. Это уже 5-й чемпионат мира по армлифтингу 2015 года. Я участвовал в 3 номинациях. В первый день я участвовал в номинации Аполлон Аксель. Это тяга, становой тяги, скажем, но с расширителем грифа, который создает условия того, чтобы поднятие осуществлялось путем силы хвата пальцев руки. Армлифтинг в переводе обозначает сила хвата. И я принимал участие в этой дисциплине Аполлон Аксель. Среди взрослых людей старше 23 лет я занял по результатам 6-е место, а среди юниоров также в этой номинации среди людей до 90 килограмм я занял 4-е место, так как в первый день соревнований у меня был 1 лишний килограмм, который не позволил мне войти в мою весовую категорию. Я занял 4-е место, это немножко огорчило меня, но по прохождению всей ночи смотивировался, должен был привезти золотую медаль, и к утру уже все нормализовалось, я вошел в свою категорию и достойно ее выиграл. Мое направление армрестлинг, поэтому некоторые путают меня всегда в армлифтинг, армрестлинг, почти одинаковое название. И путают, если я стал чемпионом в армлифтинге, они думают, что я в армрестлинге, и наоборот. Я начал заниматься армрестлингом после вольной борьбы Светловского колледжа. Я там занимаюсь и там тренирую также новых парней, которые идут по моим стопам. И армрестлинг и армлифтинг – это два вида спорта, в которых участвуют одинаковые мышцы, одинаковые связки, группы мышц. Поэтому мне удобно заниматься армрестлингом и также параллельно участвовать в армлифтинге. Я занимаюсь армрестлингом и армлифтингом, 2 видами спорта профессионально и выступаю на международном уровне. В 2 видах спорта и довольно-таки успешно. Было очень сложно, найти спонсоров в нашей стране очень сложно, и буквально за 1 сутку до моего отлета я должен был улетать в следующий день, вечером у меня самолет, то есть через день, получается, утром я уже должен быть на соревнованиях, на взвешивании. Уже шансов о поездке, я уже начинал думать о том, что поездка отменяется, но все-таки собрался, и я ранее был знаком с Русланом Петровичем Горбалы из фонда Берликтай Лиг. Мы за неделю до этого проводили акцию в селе Кангас, я им помогал, и совместно мы провели ее, и решился позвонить, набрал, люди услышали меня, откликнулись, и буквально решили это все за вечер и за ночь, и утром меня пригласили, я уже вечером улетал на самолете в аэропорт Кишинев. Я состою в ассоциации силового экстрима Республики Молдова. То есть эта ассоциация пока идет, тоже путь становления проходит. У нас в Молдове очень трудно зарегистрировать федерацию. То есть у нас можно разделить всех людей на 2 вида, на 2 типа. Людей, соучаствующих спорту и сочувствующих спорту. Сочувствующие люди спорту – это люди, которые, даже политики, они начинают говорить, спорт – это здорово, молодежь должна заниматься, мы должны строить общество. Мы должны, но это только сочувствующие. Кто сочувствует спорту, он ничего не делает. А соучаствующие в спорте люди, это люди, которые или участвуют в этом виде спорта, пропагандируют его, или помогают этому виду спорта, вот как фонд Берликтай Лиг. Также у меня есть друг Вицу Геннадий, это люди, которые помогают спорту. И вот так я поехал на чемпионат мира и привез туда результат для Молдовы, для Гагаузии, для территориального. Мы когда поднимали флаг в Питере, в Санкт-Петербурге, я поднимал флаг с самым сильным человеком мира, одним из самых сильных людей, Владимир Калиниченко, по кличке дядя Вова Калиниченко. Это очень большой человек, очень сильный, очень духовно развитый. Мы поднимали флаг, мы поднимали 2 флага, молдавский и гагаузский, вместе с ним. И он сначала спросил, почему 2 флага, одна страна вроде маленькая. Я говорю, нет, это страна, это автономия, поэтому мы 2 флага поднимаем, чтобы все это было видно. Не олимпийский вид спорта не поддерживают, потому что не олимпийского вида спорта из всего спорта, не олимпийских видов, не зарегистрированных в комитете олимпийских видов спорта, это 65%, то есть это 65% людей, которые занимаются на чистом энтузиазме, которые занимаются за свой счет, которые мало кому везет, как мне,
Мне повезло найти спонсора, фонд Берликтай Лиг, который мне помог поехать на чемпионат мира. План на будущее только вперед, только прогрессировать, больше медалей, и все золотые, это такие мечты. А так мы будем сотрудничать с фондом Берликтай Лиг и проводить чемпионаты областного уровня, например, сельской местности, только для какого-то определенного села, города, или чемпионаты Гагаузии, чемпионаты Юга Молдовы. Будем выходить только вперед и продвигаться. Я очень счастлив был, когда меня встречали в Кишиневе фонд Берликтай Лиг, потому что для спортсмена, для шоумена, что главное, его публика, которая его поддерживает. Для спортсмена, даже если он не обращает, ему очень приятно, когда его встречают. И вот меня встретили, и я был просто удивлен. Это, наверное, первая встреча, когда меня так встречают. Обычно я приезжаю, еду в маршрутке, которые люди рядом стоят, они не знают, что едет с ним рядом чемпион или призер Европы, мира. Они просто едут так же с тобой. А тут меня встретили, я был очень благодарен и счастлив этому. Нам действительно помогать приятно молодым людям. И учитывая возраст Константина 18 лет, и учитывая то, что он в свои 18 лет достиг такого, то есть стал чемпионом мира, а в прошлые года он становился призером чемпионата мира, то мы действительно без капли сомнения, без минуты замешательства сразу решили о том, что нам стоит помочь, нам стоит поучаствовать в поездке Константина на этот чемпионат мира. И действительно, чемпионат мира не проводится каждый день и не проводится среди лишь бы кого-то, а попадают на чемпионат мира люди, которые долго тренировались, давно знают этот вид спорта и которые могут поучаствовать, посоревноваться и достойно выступить. И Константин явился лучшим представителем в своем виде спорта на этом чемпионате мира. И вы знаете, нам это вдвойне приятно, о том, что он занял первое место. Но нам было бы приятно и без того, чтобы он занял, допустим, призовое место. Участие – это тоже очень важно, так как он представил нашу республику на чемпионате мира, где были представлены большое количество людей из большинства стран. Были представители с Америки, были представители с Камеруна, из других африканских стран, с Европы, со всех стран СНГ. Это достаточно большой и хороший уровень, и на котором Константин выступил блестяще и лишний раз показал, что в нашей маленькой Молдове есть таланты, есть люди, которые заслуживают внимания, и при дополнительном внимании к этим людям они будут приносить для нашей страны еще больше медалей, еще больше успехов, а мы должны ими гордиться.